На мероприятии, посвященном 82-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ, собрались ветераны, школьники, юнармейцы, власти и гости Малгобека. Звучали гимны России, Ингушетии и города, символизируя единство поколений и память о подвиге. Сегодняшний день имеет большое наше значение для нашего города, для нашей республики, для нашей страны. И вы знаете, освобождение нашего Малгобека в 1943 году явилось, когда многие города находились под оккупацией. Освобождение города Малгобека, здесь началось освобождение всего нашего Кавказа от немецко-фашистских захватчиков. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов также отметил важность этой даты для республики. Сегодня мы вспоминаем одну из самых значимых страниц истории нашей страны – завершение битвы за Кавказ. Ровно 82 года назад, 9 октября 1943 года, Красная Армия одержала победу в одном из решающих сражений Великой Отечественной войны. Эта битва длилась более 2 лет и стала переломным моментом, от которого зависела судьба всей страны. Особое место в тех событиях занимает Малгобек – город воинской славы. Здесь проходили ожесточенные сражения, где противник стремился захватить нефтяные месторождения и стратегически важные рубежи, но был остановлен ценой невероятного мужества и самоотверженности советских воинов. Среди героев той войны наши земляки, уроженцы Ингушетии. Они вместе с другими защитниками Родины стояли до конца, проявляя стойкость, отвагу и любовь к своей земле. Многие из них не вернулись с поля боя, но их подвиг навсегда останется в нашей памяти. Мы обязаны помнить и передавать эту память будущим поколениям, о тех, кто защищал Кавказ, кто приближал победу и подарил нам мирное небо над головой. Вечная слава героям, низкий поклон за их подвиг, за мир и за будущее наших детей. Битва за Кавказ длилась 442 дня. 9 октября 1943 год. Эта дата значимая не только для жителей Малгобека, но и для всей России. Именно здесь, у подножия Кавказских гор, советские войска проявили невиданное мужество, остановив врага, и вписали героические страницы в историю Великой Отечественной войны. Особое внимание уделили молодежи. Юнармейцы получили награды «Юнармейская доблесть» за активное участие в патриотических акциях, помощь фронту и добровольчество, подтверждая сохранение традиций героизма в новом поколении. Мне очень понравилось мероприятие, было вручение, он тоже понравилось, второй степени, ребят награждали. Организация мероприятия мне очень понравилась, было много гостей, сценарий был хороший, патриотичный, вдохновляющий. Медаль второй степени мне дали за активное участие в патриотической жизни республики. Малгобекская оборонительно-наступительная операция стала важнейшей страницей в истории всей Кавказской кампании. Победа под Малгобеком предопределила исход боев на южном направлении и стала прологом Сталинградской битвы. Маленькая Ингушетия отдала своей войне лучших сыновей. Более 5000 малгобекчан ушли на фронт, многие из них не вернулись, но остались в памяти народа как символ мужества и несгибаемой воли. Вы видите, много школьников пригласили жителей города Малгобека. Стараемся как можно больше всегда присутствовать детей. И сегодня вот вы были сами свидетелями, что было очень много детей. Потому что это имеет очень большое значение для подрастающего поколения, чтобы они знали историю нашего города, нашего народа, нашей республики. И поэтому вот мы стараемся на всех таких мероприятиях приглашать как можно больше детей. В завершении участники возложили цветы к вечному огню, как знак уважения, благодарности и верности памяти защитников Отечества. Малгобек по праву носит звание «Город воинской славы», которое было присвоено 8 октября 2007 года. Именно здесь ковалось то, что называют силой духа и любовью к родине. Адам Гуражев, Сулейман Костоев, Магаз 24.